هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هم نجوم سطروا أحلى المعاني وبروج شيدوا الهمة فاني. هم نجوم سطروا أحلى المعاني وبروج شيدوا الهمة فاني. برياض الصالحات تسمو دوما للعلا بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. برياض الصالحات تسمو دوما للعلا بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. رياض الصالحات С именем Аллаха, хвала Всевышнему, благословение и приветствие нашему господину Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и тем, кто следует за ним. Тема одна из удивительных, и связана она с жизнеописанием женщин, которые в этом мире были подобны самым красивым цветам в самом прекрасном саду. Совершенные женщины. Каждая из них стала примером для подражания, великим образцом. На них указал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: «Из мужчин многие стали совершенными, а из женщин совершенными стали только 4. Марьям, дочь Имрана, Асия, дочь Музахима, жена фараона, Кадиджа, дочь Хувайлида, мать правоверных, Фатима Захра, дочь посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям». В другой версии пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано: «Асия, дочь Музахима, Марьям, дочь Имрана, и превосходство Айши над остальными женщинами сравнимо с превосходством похлебки над остальными яствами». Поэтому мы причислили госпожу Айшу к этим женщинам, как это сделал и пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Идея из этих роликов, идея из этого названия, послания, которое довел пророк, алейхиссаляту вассалям, из разных версий хадисов, в которых он упомянул этих женщин, сказав: «Самые превосходные женщины миров». В другой версии «Лучшие женщины миров». А еще в другой версии говорится, что пророк, алейхиссаляту вассалям, начертил 4 полоски на земле и спросил: «Знаете, что это?» Он пожелал вызвать к этому внимание, представить картину, воображаемую в уме. Пророк, алейхиссаляту вассалям, захотел, чтобы умма запомнила этих 4 женщин, чтобы мы запомнили имя каждой из них и не забывали. Он сказал о них: «Самые превосходные женщины миров, совершенные женщины, лучшие женщины, госпожи женщин рая». Изобразив полоски, он сказал: «Эти женщины самые превосходные. Марьям, дочь Имрана, Асия, дочь Музахима, Кадиджа, дочь Хувайлида, Фатима, дочь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». Эти 4 женщины, идея ознакомления с ними в том, что каждая из них была прекрасным образцом в разных проявлениях. Совершенство этих 4 женщин в том, что каждая женщина в этом мире, вы сейчас представьте вместе со мной, каждая женщина в этом мире, в какой бы ситуации и положении она ни была, обнаружить, что одна из этих 4 женщин является прекрасным образцом для нее. Их невозможно превзойти. Они вершина, самый верхний уровень, касающийся женщин. Так, приведем пример, и потом мы увидим это в следующих передачах, иншаллах. Допустим, женщина, которая обладает мирским богатством, и вдруг возникает некая ситуация между нею и Всевышним, и она, отказываясь от мирского, выбирает Аллаха. Возьмите для примера историю Асии, историю Хадиджи, женщина, которая страдает от раздражительного мужа, от утомленного, несправедливого. Пусть вспомнит Асию, жену фараона. Не было более несправедливого и худшего смутьяна, чем он. Женщина, которая говорит: «Как я буду жить в обществе, не помогающем мне в поклонении, как мне работать?» И на это мы говорим: вспомни Асию, как она была любимицей Аллаха во дворце грешника фараона, который притязал на господство. Красивая, привлекательная девушка, которая гордится перед остальными девушками своей красотой.
Ей мы скажем: вспомни Марьям, она была самой красивой из женщин миров, и она была скромной, она не обманулась красотой. Красивая девушка, ставшая рекламной приманкой, сделавшая свою красоту предметом купли-продажи, она снимается для журналов, выходит на экран. Вспомни, что Марьям, дочь Имрана, была самой красивой из женщин миров, и она была самой целомудренной. Девушка, у которой есть отец, как ей снискать его любовь? Как ему служить? Как строить с ним взаимоотношения? Вспомни Фатиму, дочь нашего господина Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Это самый прекрасный образец для дочери с самым прекрасным отцом. Девушка, которая работает на рынке, которая торгует, несет ответственность за дом, в котором много детей. Вспомни Хадиджу, дочь Хувайлида. Она торговала, имела по работе отношения с мужчинами. Она была целомудренной, чистой, талантливой, понятливой, совершенно уравновешенной. Вспомни Хадиджу, которая воспитывала в доме более 13-14 детей, управляла людьми, а потом, находясь уже в возрасте, выносила и родила детей. В каком бы возрасте ты ни была, тебе 35 лет, у тебя 2 детей. Хадиджа, дочь Хувайлида, в период с 40 до 50 лет вынашивала, рожала и воспитывала детей, не причиняя вреда мужу. Замужняя девушка пусть вспомнит Хадиджу, которая никаким образом не причиняла вреда мужу. Девушка, которая хочет связать свою жизнь со знаниями и милостыней, пусть вспомнит Аишу, которая была знающей, аскетичной, участвующей в жизненных вопросах. Девушка, которая в раннем возрасте выходит замуж, 14, 15, 16 лет, пусть вспомнит Аишу, которая вышла замуж в 9 лет и стала самым прекрасным, полноценным примером. Женщина в возрасте пусть вспомнит Сауду, дочь Зам'а, которую взял в жены пророк, алейхиссаляту вассалям, когда ей было 50 лет. Разные в этих женщинах есть образцы, формы, цвета и много других аспектов, касающихся жизни этих женщин. Мы подробно, иншаллах, их изучим, задумываясь и обсуждая. Мы извлечем уроки и пользы. Мы пропитаемся их жизнью и заполним наши сердца любовью к ним. Прошу Аллаха сделать эти примеры обновляющимися в нашей жизни, в жизни наших женщин, наших дочерей, наших сестер, чтобы мы возвысились в подражании этим благодатным жизнеописаниям. И мы заметим новую роль женщины в жизни общества. Узнаем, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относился к женщине, как берег ее, как побуждал женщину к тому, чтобы она поднималась на высший уровень. Мы просим Аллаха сделать эти уроки полезными, чтобы они стали причиной возрождения любви к этим женщинам в наших сердцах, а затем исследования им в реальных ситуациях. Просим сделать исходом всего этого объединение с ними, иншаллах, в щедром доме, в раю. Эти женщины, их жизнь связывается с любимцами Аллаха. Каждая из этих женщин имеет связь с пророком, алейхиссаляту вассалям. Он рассказал нашей госпоже Хадидже, что в раю Аллах выдаст замуж за него Асию, дочь Музахима, и Марьям, дочь Имрана. Дворец Хадиджи будет между дворцом Асии и дворцом Марьям. И наша госпожа Фатима со своими детьми будет с пророком, алейхиссаляту вассалям. Мы просим Аллаха сделать нас близкими к этим местам по своей милости и щедрости, ведь воистину Он самый щедрый из щедрых и милостивый из милостивых.